Я судьи. Да, я но до тебя до России тяжело. Свидетель еще одного исторически значимого события в России в течение последних 100 лет. Долгожитель, единственный в Ингушетии, оставшийся в живых, участник Великой Отечественной войны. На веку Магомеда Медарова это 8-е участие в выборах президента страны. Разделить с ним главное политическое событие государства в этом году приехал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Здоровье, лоры есть. Вот. Томбия, Чаховя. Хайцаник, Пешталил из Окна. Ты знаешь, а вот Севич, ваш голос. 100 лет. Баркова. Мы ждали, могли бы что. Нормально. Я вижу, что держишься прям красавец. Да, Господи. Как голосование Мееви? Президента, выборы у нас сегодня. 3 дня будет голосование, но я решил заехать сегодня. Вот. Ты у нас, к сожалению, единственный ветеран теперь. Вот. Дал Машу Волтон, дал много мяш халоя. Магомед Медаров прикреплен к избирательному участку 616. По состоянию здоровья для ветерана члены комиссии организовали выездное голосование. Все условия выборного процесса при этом соблюдаются, с собой переносная урна, бюллетень. Мы давно уже имеем с ним связь. Мы каждый год сюда приезжаем. И приезжали, вручали ему пригласительные. Но, естественно, нам сказали, что он не сможет. Но мы каждый год приезжаем, когда бывают выборы. Мы имеем это в виду и знаем уже, что это должно быть. Но все-таки это взрослый человек, он еще видел эту войну, и все-таки таких людей надо прежде всего ставить на передний план. Это человек, с которого можно взять пример, потому что он очень добродушный и умеет разговаривать с людьми и проявляет большое уважение. Магомед Медаров родился в 1924-м. Это год, когда была впервые образована ингушская государственность. В этом году ветеран планирует отметить 2 больших юбилея – 100-летие образования Ингушетии и свои 100 лет. Переживший годы испытаний, перевидавший разные политические режимы. Он убежден, что выбор каждого гражданина влияет на свободу, суверенитет и безопасность великого государства, за которое он и его боевые товарищи боролись потом и кровью. Свой сегодняшний выбор считает взвешенным и достойным. Галочка в бюллетене поставлена, и голос за будущее последующих поколений отдан. Один из тех, кто приближал великую победу в 40-х, проживает на улице Победы, Назране. Магомеду Медарову не было и 18, когда он был призван в ряды Красной армии. Служил сначала в пехоте, а в начале 42-го был направлен в Белоруссию, организовал партизанское движение. В составе пехотного отделения 47-й стрелковой бригады принимал участие в героической обороне Москвы. Дважды был ранен. Глава Ингушетии поздравил Медарова с важным событием и поблагодарил за внесенный вклад в будущее страны. Я надеюсь, что война почала хуже будет для народа, для страны. Магомед Медаров удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени, медали за отвагу и других наград. После войны фронтовик порядка 30 лет трудился строителем. Воспитал 3 сыновей и 6 дочерей. У него 28 внуков и 6 правнуков. Диана Дударова, Али Зязиков, Магаз 24.